Прошедшими праздниками братюни и сестрюни 2025 год наконец-то наступил. И что может быть лучше, если начать его с линейки потрясающих, интересных и не сильно требовательных игр для наших телефонов и планшетов. И всем привет, братюни и сестрюни. Меня зовут, как всегда, Лай. Ставь лайк, если скачаешь хоть одну игру, и комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку. Но перед началом ролика У друга есть для тебя новости. недавно я начал играть в OneState. Меня удивило, что каждому игроку дают бесплатный бизнес для прокачки с гигантским количеством возможностей для заработка. В самой игре я встретил много игроков, ведь игра полностью состоит только из живых людей. Кто-то играет за полицейского, кто-то за военного. Видел даже тех, кто создает свою банду и держит город в страхе. С кем-то я даже подружился и поспорил, у кого круче тюнинг. Самое крутое, что все это на настоящей карте Америки с удивительной оптимизацией и крутой графикой. И я думаю, что это новый уровень мобильных онлайн-игр. Буду ждать тебя в OneState. Обязательно скачивай по ссылке в описании и вводи мой промокод на 10 тысяч игровой валюты. Это прикольная аниме-игрушка с элементами полноценного РПГ. Здесь вы окажетесь в мире, где практически всего человечества не стало. После того, как на Землю напали роботы, они были искажены биометрическим вирусом и перепрограммированы на уничтожение всего живого. Исследуйте разрушенный мир и встаньте на его защиту. Нам предстоит взять на себя роль командира последних выживших, которые нашли свое убежище на космической станции. Со временем нужно будет собрать целый отряд и отправиться мочить одного робота за другим. А также придется биться с мощными боссами на своем пути. По мере прохождения игры вы сможете прокачивать каждого персонажа, изучая новые характеристики и добывая более мощную экипировку. К особенностям игры можно отнести захватывающая сюжетная линия, крутая графика в аниме-стиле и десятки видов персонажей. Лайт, я тебя давно смотрю. Передай, пожалуйста, привет. Ну, пожалуйста. Без проблем. Максон, привет тебе. Кстати, братишка, если ты тоже хочешь попасть в ролик, то не забудь написать какой-нибудь интересный вопрос или можешь передать привет. Интересная игра в жанре симулятора, где вы займетесь управлением интернет-кафе и многими другими делами. Игра позволяет вам самому выбрать, как развивать свое дело. Оплачивайте аренду, обустраивайте помещения, покупайте хорошие компы, нанимайте персонал и следите за работой кафе. Как только встанете на ноги, можно начать расширять бизнес, ведя его к процветанию. Главное, самому не залипнуть. Конечно же, необходимо всячески раскручивать ваше заведение, иначе о нем никто не будет знать. Когда сформируется определенная база посетителей, можно привлечь дополнительный поток клиентов путем покупки разных игр. В игре множество возможностей для развития, черных и белых. По какому пути вы пойдете, решайте сами. Здесь вы окажетесь в прекрасном и живописном мире, где тысячи лет люди жили в мире и процветании. Однако Земля часто привлекает могущественные, а порой и темные силы, как и произошло с этой планетой. Многие люди внезапно были заражены неизвестной болезнью, отчего у них потемнели глаза, и они полностью потеряли контроль над собой. Превратившись в демонов, теперь любой, кто взглянет в их глаза, тоже превратится в чудовище. Именно поэтому нужно было найти особый способ для их уничтожения. Ваша героиня и является одной из тех, кто может противостоять темной силе благодаря особым умениям, где боец в основном ориентируется не на зрение. Таких воинов называют теневыми охотниками, и они способны в одиночку справиться с большим количеством противников. А сеттинг средневековой Японии дарит крутую атмосферу. Кстати, не забывай, что комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Если вы любите классические шутеры, то вы попали по адресу. С самого начала игры вы получаете доступ к нескольким видам оружия, чтобы сразу погрузиться в бой. Команды могут быть случайными, но вы также сможете собрать своих друзей, чтобы покорять карты вместе. По мере вашего развития в игре вы сможете разблокировать новые виды оружия за заработанные очки. Но знайте, вам придется оттачивать свои собственные скиллы. Все потому, что здесь нет автоприцела. К особенностям игры можно отнести. Мне показалось управление в игре довольно удобно. Куча скинов для оружия и неплохая графика.
экшен с неплохой графикой, который снова расскажет нам о времени, когда придется прятаться в укрытиях от зомби и мутантов. Нам ничего не остается, как взять волю в кулак и надеяться, что когда-нибудь этот ад закончится. Исследуйте окрестности на предмет полезных вещей и оружия. Оно здесь жизненно необходимо. Полуразрушенные города, леса, здания. Изучайте локации и собирайте разные материалы, из которых можно будет соорудить средства самозащиты. Конечно, кроме живых мертвецов, здесь есть и такие же выжившие, нетронутые заразой, как и вы. Однако это не значит, что они не захотят прибить вас, чтобы забрать ваши вещи. Но есть и порядочные люди, которые запросто поделятся едой, патронами и не только. Именно с такими и стоит быть вместе, чтобы было легче противостоять врагам. Заручитесь поддержкой друзей и постройте надежный лагерь, который будет для выживших крепостью и где они смогут спокойно жить и надеяться на лучшее. В целом довольно прикольно, поэтому советую поиграть. Это симулятор водителя автобуса, где вас ждут детализированные карты городов, современные модели автобусов и отличная графика, которая сделает поездки максимально реалистичными. Вдобавок ко всему, в игре есть режимы смены времени суток и погодных условий, реалистичный трафик и жители городов, разные варианты управления автобусом и другие детали, делающие игровой процесс интересным. К особенностям игры можно отнести режим карьеры, свободная езда, кастомизация автобусов и интерьера салонов и интеллектуальная система трафика, что выглядит довольно прикольно. Безумно интересная, увлекательная и местами мрачная приключенческая игра, где вы будете путешествовать по самым необычным местам, ловить рыбу, продавать ее местным жителям и знакомиться с древними тайнами. Играть придется за местного рыбака, который большую часть своей жизни провел, исследуя морскую пучину. В одно прекрасное утро он снова отправляется на рыбалку и случайным образом угодил в неизвестное для себя место. Теперь ему предстоит путешествовать между двумя мирами и искать ответы на вопросы. Постепенное исследование новых локаций и миров позволит узнать, что на морском дне проживают древние создания. Именно их тайны вам и предстоит разгадать, используя собственную лодку и нестандартное мышление. Каждую локацию нужно внимательно изучать, ловить рыбу, собирать найденные ресурсы и получать подсказки, которые приблизят вас к разгадке всех секретов. Именно вы должны остановить катастрофу, которая способна разрушить оба мира. Необходимо улучшать навыки главного героя, изучать морское дно, оттачивать собственное ремесло и постепенно приобретать новое оборудование и прокачивать корабль. К особенностям игры можно отнести таинственный сюжет с неожиданной развязкой, просторные локации и путешествия между мирами и десятки видов оборудования и улучшений корабля. Крутая гоночная игрушка, что не оставит равнодушным ни одного, обожающего большие, мощные автомобили, а также максимально грязные дороги. Реалистичная физика взаимодействия техники и мелких частиц. Тут управление, требующее понимания особенностей поведения авто в тех или иных условиях, разнообразие техники, развитие и модернизация, разные режимы. Впереди ждет бездорожье, специально подготовленные полигоны, испытания, миссии и соревнования с другими игроками. В игре представлено два основных режима. Это одиночная игра и карьера. Наибольший интерес представляет последний режим, где представлено множество локаций и меняющаяся сложность. Попробуйте стать чемпионом мира и одолейте всех оппонентов, прыгая через преграды и проезжая сквозь грязевые ванны. А самое интересное – это огромный набор элементов, кастомизации и модернизации пикапа. Присутствует большой список запчастей, от ходовой части до коробки, наклеек, инструментов, покраски, ну и прочего, что поможет сделать из своей тачки железного монстра. Лайк, сделай топ игры про Человека-паука. Братишка, такой ролик уже был на канале. Если хочешь посмотреть, добавлю подсказку сверху справа, вот тут. А также ты, да-да, ты, который смотрит этот ролик, можешь предложить топ в комментариях. Я все обязательно почитаю, посмотрю. Окей, давай расскажу тебе про игру, которая просто сносит крышу. В ней есть аниме-девочка, с которой ты сможешь взаимодействовать, и она кажется довольно реалистичной, что иногда забываешь, что это всего лишь игра. И да, я думаю, ты видел эти ролики, и она похожа на Миту, если ты знаешь, о чем я. К тому же игра напоминает сложную версию Тамагочи, где ты должен следить за здоровьем и настроением своей героини, чтобы она была счастливая и здоровая. В общем, в игре есть все, что нужно для хорошего времяпрепровождения, но и в то же время странного.
Это крутой шутер с красивой графикой. Вам вместе с отважными бойцами, чья работа изучения сверхъестественных явлений, предстоит отправиться на поиски корня этой загадочной аномалии. Главная героиня Шелли оказывается в самом центре событий. На ее пути встретятся невиданные монстры, с которыми ей придется бороться. Но вооружившись не только мечом, но и огнестрельным оружием, Шелли также будет использовать уникальные способности типа психокинез и освобождение энергии. Выглядит это все правда эпично. Еще тут можно будет поменять целиком облик Шелли, придавая ей уникальный стиль. Вам придется пройти через захватывающие битвы, где каждый шаг может принести новое открытие, ведь только вы сможете раскрыть тайну параллельного мира и спасти нашу реальность. Почему-то игру убрали из Google Play, но найти инструкцию, как поиграть, можно будет у меня в телеге, а ссылочка будет, как всегда, в описании. Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас можешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Тут вас ждет увлекательное приключение по миру, который разрушен. Сегодня мы это уже слышали не раз, правда, да? Если тоже заметил, поставь лайк. Все началось с открытия загадочной серебряной двери, которая привело к страшной катастрофе. А самое главное, что в игрушке сейчас проходит ЗБТ. И если я не ошибаюсь, то до 20 января. И ты уже сейчас можешь попробовать в нее поиграть, используя всего лишь один важный сервис. Из 3 букв. Первая, кстати, В. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Спасибо братюне и сестрюне, что досмотрели до конца, поставили лайк, поделились роликом в соцсетях и написали интересный комментарий, чтобы попасть в следующий выпуск. И всем пока-пока!